Ребят, добрый вечер. Не прошло и пару дней, как приехали с острова. У нас очередная поездочка, ребят. Илюха забрал с поселка, сейчас нахожусь в Визинге. Загрузил свой шмурдяк полностью. Короче, ребят, готовимся мы покататься на лодке. Илюха приобрел там моторчик, лодочку. Ну, сейчас в данный момент на заправке. Покупаем бензин. Короче, недавно не виделся с Илюхой, с корешем своим. Ну, хотим немного пообщаться и провести нормальное время, ребят. Будет здорово. Держи. Что там на пищу? Лук. Такой. Беднячки. Что нам? Одного, наверное, не хватит, да? Возьми еще. Свежих возьмем. Да? Да. Вятка у нас. Тоже хуёво. Яйца будем кушать. Варить. Яйца будем кушать. Ну дома выложишь, сам покушаешь. Ничего не будем падать. Уже упаковала, зачем не разобьются. Так и уедем. Вещи, продукты купили. Купили бензин, короче, развезли по местам. Завтра утром стартуем рано-рано. И сейчас спать, ребят. Так что до завтра. Лодку надо. Стол, лодку. Давай, так, подожди, то.
Илюх, что этот? Палатку что, одеть? Давай мне вот эти весла тогда. Где уже? Опа, стоит. Опа. Погнали. Ходка 3-4 придется сделать, да. Базара 0. Так, что у нас тут осталось? Поджопник. Сказал, одень сразу. Палы. Мешок. Ребят, всем доброе утро. 7 утра. Мы добрались до места высадки, ребят. Это поселок Визендор. Река Большая Визинга, Верховье, ну почти Верховье, такое среднее расположение. Мы находимся под мостом. Сегодня я с Ильюхой, со своим корешем. Многие его знают на канале, так как частенько мы с ним рыбачим. Сегодня, ребят, у нас сплав. Просто хотим сплавиться, посмотреть места, посетим избы, короче, ребят. Ну, короче, разноплановый отдых. Вода большая. Рыбалки еще никакой, но наверху я, ребят, смотрю, что с водичкой все в порядке. Речка почти в берегах и все здорово. Но, допустим, ближе к Сысоле, к устью, там катастрофа. Большие разливы, нигде там не выбраться. Ну, мы сегодня сплавимся, отдохнем. Короче, кайфанем, ребята. Илюха взял лодочку, мотор. Так что, короче, на моторе, ребят, мы сегодня. Всем ребятам с Визендора передаю привет. Я знаю, что некоторые смотрят меня оттуда. Всем привет большой. Короче, ребята, мы начинаем. Вещей, ребят, вообще палатки, столы взяли, короче. Много теплых вещей. Ну, разнопланово вообще. Продукты. Что только не набрали. Вот наша лодочка. Ну, взяли еще маленькую лодку, чтобы погрузить, допустим, вещи туда, если не будем вмещаться. Пускай сзади нас плывет лодочка маленькая. Она вот где-то в мешке у нас. Да, вот она здесь. Там будут лежать вещи. Взяли палатку на всякий случай, потому что мало ли избы будут заняты где-то на ночлег. Будем ночевать в палатке. Смотрю, тут гильзы какие-то. Охотники стреляли. Ну все, ребят, собираем. Просто она как-то меньше пачкается, туда грязь набьется, потом она не вымывается. Потом щеткой, короче, пидоришь, а здесь просто сполоснул. Сейчас соединялочка. Самый сложный? Да, вообще. Она при разборке сложная, при сборке сложная. Это научится, это только всегда такая, только начинать надо. Сейчас вот тут надо соединиться. Да, ломать надо. Готовы? Да, вдвоем, конечно, попроще, да, Илюх? А вот одному Одному засов. вообще корову. Давай.
такую лодочку для багажа взяли. Маленькая-маленькая. Такая. Ну, ее хорошо вот в рюкзак ложить куда-то в поход. И весит это, наверное, килограмма 3. Ну, да, где-то в этом районе. Так что вот чисто для охоты вот на уток куда-то взять. Конечно, самое оно. А вот так бесполезная лодка, по идее. Но все равно вот понадобилось. Андрюх, там подними немножко ее. Отлично. Ребят, загрузка прошла успешно. Вот эту маленькую пиранью вот так подогрузили, утяжками затянули. Она как у нас балласт будет плавать. А здесь будем сидеть, здесь продукты, вещи. Погода сегодня обещали дождь. Ну, видно, такая пасмурная погода. 7 утра, 8 уже. Мы стартуем, ребят. Посмотрим, до самой Визинги, наверное, маханем. Около 40 километров сплава. Здорово. Течение присутствует. Здесь в верховье речка узкая. Заводим мотор. Пускай греется. Ну и вперед. Так, кто надо тоже толкнуть, да, Лёх? Ты нос выверни просто и садись, там вытащится что. Давай, понеслась. С левой стороны, Люк. Там. Старый мост, ребята, через дорогу.
Что здесь парканемся далее? Или что, дальше спустимся? Я не знаю, что в принципе здесь нормально. Да, вон туда заедем. Чтоб этот не пологий был, или где-то вон там нормально где-то. Травка там более-менее. Ребята, у нас первая остановочка. Позавтракать тормознули. Время у нас сколько? 8:30. Ну вот, километров 10 мы уже прошли, наверное, примерно. Погода, ребята, природа, конечно, четкая. Тайга, лесная речка, верховье. Здесь она уже почти в берегах. Ну как почти, не почти, но уже хорошо. Отлично, ребята. Да, все нормально, справляется. В плане вот этой лодки вообще шикарно. Весь шмурдяк там, мы спокойно сидим, кайфуем. Четко. Установили здесь такая поляна. И вот здесь сейчас позавтракаем, яичечки приготовим. По 5 капель, само собой. Здорово, ребят. Ну как, экспедиция, ребят, не бесполезна, потому что не охотимся, не рыбачим. Но смотрим места, потому что места здесь интересные, дикие, классные, всякие заводи. Вот смотрим, интересуемся, потому что маршрут этот будет потом популярен здесь. Будем плавать почаще здесь. И, короче, Илюха там уже готовит яишки. Сейчас будем кушать. Илюх, чуть поровнее поставить. Яишенки, да, яиц набрали вообще. Страшно. Вместе с картонкой рубани. Да, да, я что хочу. Часть достань. Так, соль. Соль. А мука надо. Соль. Ну лопнувшие. Не этот. Не жалей. Они такие приятные. Борщи тоже не взяли. Так. Чайковский. Лодку. О, переверни целиком, я как Ага. вижу, и все. Так, блин. Да? А не получится, Алё? Ворот, кстати, грамотно, видишь, не перегорает, ничего. Грамотно, новая. Лариса Юрьевна подогнала. Да. Ага. А тут та уже у меня бедолага, ее повело, всю бедолагу. Сколько ей там уже жарили на ней, парили. Вода, ребят, здесь только-только упала, вот, буквально еще, может, неделю здесь, наверное, вода стояла назад. Местами плывешь, вот, ну, так высоко подымалась. Вот на деревьях сено, вот это всякая разная трава. Блин, здесь бы такой уровень, наверное, был, лес затоплен был. Но верховье быстро падает, внизу-то еще понятно, река держит большая. У нас первая остановочка, завтракаем. О, тут еще сырое, ребят, все видите. О, вырубай, Илюх. Нормально. Перекусим сейчас. Мутного 5 капель. За природу, за охоту. Илюха тут стол взял, красавец. Мы стол, правда, тоже взяли, а что-то не достали. Давай. Чайку сейчас.
Мутного будешь или что? Мутного, да, конечно. Само собой. Под горячее это. Сам Господь велел. Что там, чага, да, Илюх, заварил? Вот там целый букет. Да? Чага. Ты высыпешь, там не испугайся. Угу. Там травка какая-то. Да? Да, там чага, шиповник. Чага, шиповник, имбирь, лимон, мята. Давай, Илюх. До хрена всего. Давай. До встречи. Давай, да. Будем. Мутненок. Такими рюмками его можно до следующего года цедить. Да. Есть такое дело. Сами, да, эти не пекут, да? Сами сейчас там они пекут. Пидорски, да. В этом, в Обячево, Кировский гастроном аж 3 штуки. Да? На каждом углу. Да. Пятерок 2, магнита 2. Ну там и поселок побольше, скажем. Загородки нету? Пятерка, пятерочка, магнита нет. Я знаю. Пятак-то я знаю, что там есть. Что ты такой зум сделал? Ребят, ну что, отобедали, точнее позавтракали. Пойдем далее. Вороночка у нас будет. Нормально залазит. Бензин взяли, конечно, блин. Как будто хотим Енисей погореть. Все, ребята, идем далее. Каркас у нас нормально. Нормально вообще. Сейчас на мост, видишь? Поднял, да. Смотрите, какие обрывы пошли. Сейчас местами шли поля, а вот заходим потихоньку в тайгу. Вот здесь вообще красота, да, Илюх, смотри. Вот. Завалы пошли. И вот вода, ребят, смотрите, стояла как получается. Видно вот по веткам трава вот стояла. Нормальным подъем был, даже на верховьях. С этой стороны поля вот до сих пор березняки стоят капитальные. Смотрим места. Ребята, ну, это не завал даже, это так, немного. Правый берег свободен, хорошо. Места, конечно, ребят, бомбовские вообще. Бобров просто тьма, вообще тьмущая тьма, все порезано. Не стреляют бобра у нас, хотя мясо, ребят, нормальное. В комментариях пацаны писали. Андрюха говорит, бобров стреляем и готовим, очень вкусно. Согласен, потому что котлеты из него просто сумасшедшие получаются. Правильно замариновать и все четко. Ну, то есть непонятно, здесь много этого. Березы, карас. Кору кто-то снимал, причем давно. Стоянка такая непонятная, костровище старое. Тропа какая-то идет.
какие-то непонятные каблуки, что ли, какие-то женские. Какая-то заводь идет. Сейчас проведаем, ребят, это место. Что-то здесь что-то такое есть интересное. Березы как-то срублены. Непонятно. По снегу, что ли, еще рубили. Скорее всего, по снегу. Высоко, потому что. Ну, вот много этого. Коры снято. Что-то тут здесь, ребята, есть. А чисто ради интереса. Тормознули. Ну вот и пилили, собственно. Когда-то. Сейчас проведаем эту опуху. Что-то тут, возможно, найдем. Зимой тоже рыбачить, потому что много свежего вырублено высоко. По зимнему как-то. Там дальше березняк, болото, Андрей. Березняк, болото, да? Ну такой тоненький березняк, маленький. Болото. Что-то тут непонятно. Может где-то есть избушка? Ну опять же вот самое высокое место, дальше все лог. Логу же не поставят, чтобы ее затапливал. Ну, так-то да. Что-то тут есть все равно. Тут вон береза свежевырублена, видишь, по снегу еще рубили ее. Вот она высоко вырублена. Вот рыбачит кто-то. А рыбачит, вон береза, смотри, даже с маленькой снимали, вон. Видишь? Ну это разжигали, это Свежо. Зимой может что-то тут делают. Что-то здесь есть интересно. Моторы, ребята, идем по течению. Ну, так, ну хата бобриная. Ага, вот Видишь? их тут бобров, ребят, много. По течению тоже неплохо тянет, скажем так. Местами его даже разгоняет. Перекатисто, походу, здесь. Любой где-то там пищит в этой стороне. Красота, короче, одним словом. Да, вот. Где-то вот в этом районе, Илюх, я и ночевал. Да? Да, вот эти бары, я помню, когда сплавлялся. На барах это вот такие места. Но они, походу, уже близко. Значит, мы нормально уже прошли, хорошо. Я тебе и говорю, ну ты сравниваешь, просто ты там километр 2 в час, а тут ты на моторе, на холостом ходу. Все равно километров 10 в час мы идем, а это что такое стоит-то? Не знаю, Илюх, что-то стоит. Натянули продовольствие, зацепили рюмашку. Где-то от Сереги мутный, где-то здесь у нас. Сереги мутный, да? Серый. Серый красавчик. Серый, тебя вспоминаем, выпиваем. Второй поход уже у меня. Кстати, когда с Лариской жили на острове, мы так ее не допили, ребят. Это полторашечку-то. Я потом ребятам угостил. Вовку, который на моторе нас затягивал. Я говорю, на, ребят, тоже угости. Такие дела. Защитный замутить. Вот с таких делов делают хорошие вещи. Какой бы нормальная даже кастрюля получилась, наверное. Да. Хороший наростик. Мутненького. Андрюш. Давай, ребята, здоровья. Не знаю, у нас тормозуха. Добрались до Чикаго, как по-местному выражаемся. До Чукаева, ребят. Село или поселок? Село? Это поселок, наверное? Поселок. Деревня. Деревня Чукаев. Поля их, ребят, здесь. Где-то там уже за лесом. Дождик у нас мокрит маленько. Идем, что идем. Где-то к лужам, где-то на хода идем. Нормально, ребят. Смотрим, красота вообще, природа классная. Тепло, ну вот тучка какая-то. Ну это не стоит. Надвисло, короче, над головой. Да, да. Так, немножко передохнуть, пускай мотор отдохнет. Но Ямаха, душечка, ребят. Такая игрушка. Ну, Делает свои вещи. все равно, да. Все равно, как-никак. Не пешком, так скажем. Все равно не на веслах. Хорошо.
Ты что, дружище, блядь? Блядь, хуя вышел, блядь. Да, смотри. Сидим с Илюхой. Смотри, ребят, побежал. Красавец серый. Серый! Вы говорите, волков боятся. Серый! Серый, ко мне! Ко мне, брат! Иди накормлю, блядь. Ёб твою медь. Сидит, блядь, смотрит. Не сидит, он шел, короче. Я голову поворачиваю, волк! Нет, я думаю, что собака? Что собака? Смотрю, волка, я же стрелял зимой волка, я смотрю, копия волк. Ну, не видно уже, ребят, с зумом бы, конечно, нормально. Блин, я не знаю, успел заснять. Сидим, короче, здесь на бережку. Самогончик по рюмашке дали. Общаемся. И просто Люха поворачивается. И вот, ребят, 20 метров, и волчара стоит. Вон он, бедолага, там еще. Какой 20? Вон здесь стоял, вот. Вот здесь вот. Ну вот, ребят, смотрите. Охренеть, блин. Так он же, слышишь, он же должен знать, что это. Чувствует же все равно. Так он не понял, Андрей. Он, ребят, до сих пор стоит. Серый. А мы встали сразу, резко. Не надо было вставать, надо посидеть. Да, хотел поснимать вам, ребята. Волчару. Вон. Андрей, А, малина была. Швачная, по 20 тысяч. да. Вон побежал, ребята. Ну, в одного он ничего не сделает. А вот, Стаи не подошли бы они там. ну, не знаю, зимой я вообще как бы, блин, боюсь это делом. Тебе везет на волков, чтобы вообще меньше связываться надо, я ебал. Ты постоянно в волках каких-то, блядь, возишь. Блин, ну вот так в упор, ребята, первый раз вообще Да, вижу. вон, это вот здесь стоял. Охренеть, красавец, да? Такой серо-рыжий какой-то бродяга, блин. Так он такой есть, ну, волчица? Вон она, слышишь? Стоит там до сих пор. Блин, ребята, четко вообще. Давай хоть этот, Такие, хлеба оставим, нет? такие моменты. Кусок хлеба ему оставим? Или нахрен обойдется? Обойдется, многие волка кормят, пускай ищет. Охренеть, здорово, ребят. Ну, ребят, идем дальше. Волка посмотрели, хорошо. Подходим к Чукаеву уже и нам еще, ну так, часика 2 надо до избы. Пока плывем. Река Вебер, ребят, впадает. Вот она, красавица. Еще половодистая. Вот летом здесь не походишь, конечно. Илюха зайти хочет на речку. Вот она, ребят, красавица. Щуки здесь много. Даже кариус есть. Но, увы, здесь летом не поплаваешь. А обрывы такие, что с пенингом не походишь особо. Сейчас здесь кайфанем тоже, зайдем немножко. По такому половодью, ребят, смотрите, она такая маленькая, вся баланистая. Вот видно, кто-то пропилы делал. Все равно кто-то ходил, он пилил, видно, срез пилой. Обед 12, первый час. Фух. Склон такой бугристый. Но здесь увидели со стороны Сушина. Кто-то пилил ее. Чем недавно. Сейчас подымался, глухарь залетел, ребят, отсюда.
Тайга живет, ребят. Это здорово. Ну, здесь у нас дров немерено. Костерок здесь забабахаем. Перекусим. Вещей подымем. Вон Илюха прет. Глухарь Илюха взлетел. Да, подымаюсь. Какая дура пошла, блин. Здесь гулял он в низовье. А здесь вот Илюх пилил, смотри, проходил. То ли на снегоходе, то ли что. Прошел, дрова еще напилил. То бишь на чурке, блин. Тормознули. Берега, ребят, сырые еще, блин. Вообще страшное дело. Ну, вроде нормально. Сейчас переобедаем, отдохнем. Немного до избы осталось вообще. Ну так, потихоньку. Идем. Смотрим, красота, ребят. Я хоть давно хотел вот такие сплавы замутить. Особенно весной, потому что, во-первых, и без мотора скорость идет. Даже на плаву. Ну, еще с моторчиком так вообще, как поддержка такая здоровская. Тут попилил. Хорошо, блин. Ну, походу на снегоходе проходил. То ли что. Лося тащили? Может быть, Илюх. Может быть. Не спорю. Снегоход хватает, придется, сам же знаешь. Проедем. С ловом сегодня будем сейчас кайфовать. Куда-то здесь, Илюх, ровное место найди. Ага. Илюх обедом занимается. Че, Илюх, на обед у нас сегодня? Там мяска, наверное, ебани. Жареного. Мяса, да? Мяса, да. Мяса это надо для мужиков. Маслице. Масло здесь? Дай сюда. Здесь у нас, Илюх? Лучка надо, да, еще, Илюх? Ну, лучка, да, можно. Лучка надо. Лучка надо, да. Сколько у нас? Головочку? Хватит, да. 1,5. Костерок у нас. О, красота. На самом деле кто-то не поймет, что по видео там прошло немножко. А так мы уже проплыли, ребят, порядочно. Хорошо вообще идем. Время у нас вот сейчас уже, ребят. Вот с 7 мы уже плывем. Что порядочно еще и на моторе, ребят. Ну, как-никак, но порядка уже больше, наверное, 40, наверное, прошли. Отлично. Готово, да, Илюх? Ну, попробуй давай. Потому что она говядина своя, в принципе, там все особо, мне кажется, ее... Ну, своя говядина, да? Да, домашняя. Давай. На соль заодно попробуй. Угу. Нет крови? Да. Нормально? Да. А, это еще пускай толстые постоят. Минут 15. Вот, ребятки, готовенько. Ну ты этот сразу стул жару наложай.
Нет, я еще партию поставлю. Все. Давай, давай. Да, горячая. Угу. Нормально? Да. Она мер похож, да? Ну да, Я думал, полукольцем просто до полу такой готовности зажарим. да. Да. Как скажешь. Илюха зажарил мясо нам, ребята. Говядина своя. У Илюхи мамка держит скотину. А свое мясо. Жарили. Сначала так обжарили, две партии, сковородочка маленькая, а потом лука добавили. И все это дело на обед нам. Хлебец, ребят, смотрите, какой хлеб. Спеченый. Вот, сжать его можно. Буханка хлеба. Черный. У нас там яйца полопались, ребят, что-то яиц набрали. Сейчас в этом же масле 3 яйца там у нас подустало. Илюха сейчас, чтобы не пропало дело, зажарим еще. Вот так. Видим, сейчас ты даешь. Хорошо. Ну все, что, костер потушили, ребят. Все красиво, все здорово. Прям далее. Прям далее. Опа. Все, спасибо, Местина. Спасибо за все. Что приутила. Глухаря показала. Четко, ребята. Ну все, вроде, Люх. Заводимся. Опа. Езжаем далее. Давай, давай, Люх. Вон, ну я, блядь. А, там держи? Конечно. Так. Илюх, давай туда надо. Туда. Туда надо. Отталкивайся. Отталкивайся, отталкивайся. Заходи. Все, Илюх, не пройдем больше. Где педофей? Здесь больше не пройдем. Все, тормози. Так, посмотрим сейчас, ребят, изву новую. Так, у нас тут шиповничек. Сейчас я выйду, привяжусь. Куда? Ай-яй-яй. Сейчас протащу.
Посмотрим, тут ребята настроили что-то. Молодцы. Ну, свежак вообще. Лавочки, травище. Вальничек сразу где. Молодцы. Туалет видно. Предбанник такой здравый. Лавочки, стол. Ну новое, что понятно, новое. Ну, посмотри внутри. Внутри классно, да? Ох, вообще огонь. Ништяк. Здорово. Утеплили в это. Дощечица, да, Илю? Доски, все доски. Просто утеплили и все. Все доски. Молодцы, ребята, сделали вон, грамотно. Матрасики подвешены. Специально сделали. Подушечки, все по уму. На рыбалке не только. Большое окно. Там еще окошко отдушина получается. Печка. Молодцы, пацаны. Красавчики. Дверька открыта, предбанник большой, хорошо. Сидеть здесь, кайфовать. Стариться сразу. Вон даже сковородочки, шампура, тут все есть. Ну, по уму, пацаны. Завозили материал, видно, что всю доску все завозили. Туалет, да, еще, Илюх? Ага. Ну, яма, ребят, смотрите. Под мусор. Утку долбили, уже стреляли. Ну что, я скажу, вообще плюсую. Хороший балаган. Ну не изба, но балаган, да, такой, ничего. Даже зимой можно ночевать. Санузел. Молодцы, пацаны. Только плюс. Новые щучьи места в этом сезоне. Здоровая береза с сосной вместе рухнули, поломала. Капитально тут пол-реки будет занимать. Вот там будет щука вся стоять. Ищем новый заезд, ребят, на другую избу. Посмотрим, я не знаю, здесь старица идет, она вот так. Там построили новую, пацаны. Здесь будем искать другой заезд. Потихоньку, Илюха, потихоньку. Так. Так. Что сломаешь, но сломаешь. Надо винт. В большой воде мы здесь плавали, она сплошная. Только вот в какую нам старицу сейчас? Вот туда плыть? Туда, да. Да, туда. Туда, да. Надо, Илюха, винта почистить. Я сейчас пока покручу педали. Вода упала, да, здесь. Воды бы больше было. Нормально бы было. Отлично, Илю? Все. Большие воды падаем, братан. Ребят, в каком состоянии? Что там, Илюх? Нормально все? Ты привязал, да? Да.
Ух ты, блин. Вот это надали, блин. Пластик же можно сжечь. Это Конечно. Да. Беспорядок, конечно, небольшой. Вон, охотники были. Стреляли свеженькие. Картофан. Мыши уже поели. Котелок новый, Люкс, или что? А нет, это под воду котелок был. Они на росу парили, нет? Да, что-то сварили. Что, везде тут Картофан. порядок? Беспредел. Что? Ну, беспредел, да, маленький. Той поприятнее было. Порядка нету. Это новое, что. Че, давай, не сидеть, пойди. Ну, Сети вот. поставим, дольше будет Ну постоять. что, мы подумали. Ну, решили на избе остановиться. Не пойти уже дальше. В принципе, нам осталось недалеко. Решили здесь, короче, ребят. Немножко, конечно, ребята беспорядок наделали. Ну, это нормально, как обычно. Поехал посмотреть дела, подняться дальше. Немножко поубираемся, лишнего сожгем, как обычно. В избе-то что тут? Вроде так порядок. Более-менее. Тут хотим сеточку поставить на карася, ребят. Говорят, здесь карась старец живет, больно-то хорошенький. Нам бы завтра на жарежку, на сплав поймать. Одного-двух. А если будет 3, так вообще хорошо. 4 так 2 раза покушаем. 45-ю поставим. Ага. 45-ю поставим здесь. Ребята. Так, сейчас тоже начать развернуть все это дело. И попрем. Все, понеслась. Угу. 45-енька. Такая как раз на карася. Куда можно? А там сам регулируем, там, я не знаю. Куда на ветру? Метров 60, наверное. Сегодня дома. Природа у нас постоянно дома, ребят. Так что ночуем дома. Природа это дом. Так что ночуем дома. Будем ночевать на избе. Много раз здесь, ребят, ночевали. Много видео на канале. На сплавах. Хорошая проходная изба. Ну вот просто жалко, что люди относятся небережно. Нет бы привезти что-то такого интересного, да, Илюх? Веревку там, я не знаю. Какой-нибудь там кусок карбоната. Оставить, а другой бы что-то сделал. Делать нечего было. Да. Вот это было бы, ребят, классно. Какие-то доски там, потому что, ну, было бы нормально. Также бы с Илюхой сейчас делать нечего. Взяли тут, стеночку зашили. Потому что кто-то без пилы приезжает, кто-то с пилой приезжает. Че, таскаем вещи. Убираемся. Нашу поляну сделаем красиво, подметем. Кстати, у нас, ребят, будет классный ужин. Я вам покажу. Я не снял, ну, батарейка закончилась. Плыли там, короче, ребят, сеточка стояла там. И утка у нас, короче, утка запуталась в сетку. С Илюхой достали уточку. Там, ребята, не обессудьте, то, что забрали. Слушай, не обессудьте, то, что забрали. Ну, потому что она на поверхности испортится, солнышко, да что. Забрали уточку. Короче, убираем весь мусор, что сжигаем, что сможем. Сделаем большой костер. Илюха сказал сделать классную шурпу сегодня. По-другому, по каймятскому рецепту, говорит, сделаю. Не знаю, посмотрим. Но Илюха-то умеет готовить. Будем смотреть, что он будет там мутить. Ну, короче, как-то так, ребят. Все, раздеваю брони. Устали вообще. С 7 часов плывем. У нас время сейчас уже, наверное, телефон сел, ребят. Нормально, короче. Ну, целый день провели на воде. Спал такой, да, конечно, интересный. Ну и тоже трудоемкий. Вот наша уточка. Сегодня шурпу будем делать из нее. Свежая. Вот такие дела.
теплые вещи на всякий случай. Снимаю я бродни. О, ноги у меня уже скипели маленько. Одеваю шлепки. Стол стоял когда-то, рыбу чистили постоянно. Походу не осталось ничего от стола, бедолаги, блин. Ничего не осталось от стола. Сейчас сжечь будем все это порожняк. Хоть немного почистим место. Ну, сейчас все сожгем, все, Илюха, здесь пионерский сделаем, сожгем хоть. Пока здесь лазим, сгорит все нафиг. Да. Ну, стол, да. Я и говорю. Лопата. Нормальная лопата еще. Охренеть. Позасрали. Видишь шкуру? Нет, уже нет. Ну, можно было полить, так-то горелка ездит. Нафиг это надо? Геморрой. Многие говорят, что это неправильно, по идее, потому что самый вкус это цимус вкус. в шкуре, да. Да. Да, я с курицы даже шкуру снимаю. Мне, блин, как-то это по барабану. Так, ну ладно, что мы раз на избе тормознули, так что нам, ребята, много чего не понадобится. Стол точно не понадобится. Палатка не нужна будет. Спальники не нужны будут. Так, чисто. Кастрюльки, шмурки, котелки. Это нам не надо. Это накроем на всякий случай. Мало ли дождь. Вот так вот. Ну и все. Нормально. Все равно, ребят, хорошо вообще. Классно. На природе классно дело. Ну, посмотрели новое зимовье. Ребята молодцы вообще. Зачет пацанам. Так, здесь у меня казанчик. Сейчас водичку поставим. Шулюм будем готовить надо, ребят. Горячего сделаем. Вон Илюшка почистил. Уточка готова. Водичку ставим. Так, здесь что у нас? Вот так вот. Все. Ну и сразу уточку что? На часа 2 надо. Пускай бурлит. За прибытие, что ли? Давай. Проплыли очень много изб. Но ни в одну не остановились. Вот здесь. Там вообще хотели палатки тормознуть? Да, я тоже что-то думал. А потом ведь, Андрей, сам знаешь, это геморрой. Тут хоть печку растопил. В уюте, в тепле, блин. Ну, само собой. В палатке, там, в спальном мешке крутись, вертись. Да ну нафиг это все. Давай, братан. Так, в избушечке. Давай, давай, хорошо. По-свойски. Поприятней. Вот, ну, видишь, под крышей сидим, дождь пойдет, да? Ну да. Мало ли. А прикинь, биванет. Потому что это, походу, живот. Ну, поросенка. Типа так.
Жаришь, да? Шлем, ребят, что? Сейчас утка у нас пускай варится часа 2, наверное. Делаем зажарочку. Лук, морковочку. Зажарим вкуснее, чтобы было. Утку хотим, ребят, разобрать просто на филе, на все мясо. И кости выкинем, а мясо оставим. Ну, короче, так хотим попробовать. Вот она уже варится на с получаса, на минут 40. Мы пока зажарочку делаем. Сидим так, выпиваем маленько. Погода наладилась, ребят, смотрите, солнышко вышло. Настроение такое, со мной какое-то печальное, не знаю почему. Проверка интересна, конечно, с одной стороны. Ну, как-то скучно мне почему-то, не знаю. Настроения нет, ребят. Бывает у меня настроихи нету, я вообще какой-то сразу мутно начинаюсь. Ничего неохота делать. Не знаю, сейчас может с Илюхой поднимемся настроение. Опа. О, Илюха кресло взял. Картофана почистим. Там же, Андрюх, наш картофан есть. А добьем это тоже, что? Этот оставим. Конечно. Также бродяги заплывут, покушают. Грибной, Илюх. Солнце и дождь. Прикольно. Чутку, ребят, протопить. Опа. Пускай немного протопится. Сырости от всего вот этого. Че, Илюх, сколько? Немножко, да? Ложечку. Все? Так. Лаврентия. Одну. Перец черный. Присутствует. Горошком. Он валяется. А здесь уже что только не лежит. Хорошая. Хорош. Красного нет молотого? Сейчас посмотрим. Перец черный молотый. Лаврушечка. Красный должен быть, наверное. Гуляша не надо. Гуляша. Что, Илюх, еще на пару часиков? Ну, сейчас, ну, минут 30-40. Красиво сделаем, да? Да. Пускай оно тушится в казане, что, ничего не будет. Ребята, Илюха бегульме готовит нашу шурпу. Красавчик. Ну что, уточка сколько, Илюх? 2 часика точно набыла, да, уже? 20, это больше, наверное. Угу. Сколько мы тут? Снимаю мясо, как он сказал. И Андрюха говорит, будешь кушать только филе, говорит. Утиное. Филе-то, конечно же, нет. Но кости все равно будут. Ну, относительно. И подруга прибежала, он ползает тут. Вот так, ребят, мыши по избам бегают, видели? Все равно они щель находят и заходят. Так что без разницы, снизу, с полу и так далее. Илюха колдует над дичью. Ризги такой дополнительной сметанки туда. Полбаночки. На полбаночки нам еще надо будет. На мяско там у нас есть еще. И все, ребят, сейчас покипит. И все, огонь. Что, ребята, наша шурпа готова. Вот такая она у нас. Полказаночка. Кипела, кипела, кипела. Вода у нас много-много раз. Вот. Просто там выварилась. Все, вся с кости должна свалить. Сейчас да, самое то, да, конечно. Ну все, ребят, что, приятного всем. Удочка так, как сказать, попалась, ну, не в наших этих целях. Но мы ее съедим, что там, ребята простят. Ну что, Илюха, так и попробую. Что тут? О, ребята, тут разварилось все капитально.
Такой аж гуляшик получился. Вкусно, наверное. Со сметанкой-то вообще. Огонь. Специи. Уточка. Отлично. Утка даже не чувствуется, да? Ну да, вообще переварилась капитально. Угу. Ну такой, слышишь, сытный такой бульон. Да. Вот я что и ждал-то, чтобы он до талого доварился. Я выспался классно вообще. Выспаться, я тоже выспался. Спал вообще душевно, блин. И тепло, блин, хорошо. Ну что-то подмерзли. Под утро, да. Ребят, всем доброе утро. Проснулись. Отлично выспались, вообще шикарно. Время 9 утра. Илюха встал пораньше, что-то уже завтрак приготовил, там печеночку отварил. Сейчас жарит там ее с луком, с морковочкой, со сметанкой. Такой басявый завтрак у нас получится. Погода замечательная, тепло, ребят. Ну, зимовье хорошо выспались. Вечером протопили немножко. Спали с открытой дверью, вообще нормально. Сейчас позавтракаем, соберемся и пойдем дальше в путь, в бой, все ниже и ниже. Как-то вот так, ребята. Так что оставайтесь с нами. Сеточку поставили, 45-ю, наверное. Посмотрим, что у нас попалось. Старица такая. Лягушек много, ребят. Ну и этот. Вода прогрелась, я думаю, может карась какой-то никакой вышел. Попробуем карася добыть. Так хотя бы штучки 2-3 на обед будет здорово. Сейчас пообедаем, позавтракаем и проверим, посмотрим. Ты как пропака вчера поднял, я, блин, думал, что белки, потом вышел ночью в час ночи, яйца пожарил с сыром, вот так вот сожрал. 3 яйца. Ну да. Ну что там, Илюха, нормал получилось? Да, кушай. Мягенько. Ну-ка. Отлично. Ну что, мы сейчас проверим, есть ли в этой луже рыба. И посмотрим. Сколько уток, ребята, поднимаем. Да, где-то здесь она, да? Да, по краю езжай, Люк, там. Куда-то надо, ведь там. И там вон она, веревка торчит. Да, грязи, конечно, дай бог. Красивые такие, черные. Красивые черные, игры. Это золотистый карась. Ага. А еще белый карась. Серебристый, да? 5 карасей, ребят, короче, попалось у нас. Не крупных. Сетку оставляем здесь. Может, кто-то с голода будет помирать, как мы.
поставит, поймает. Да, Илюх? Конечно. Мы на обед поймали хорошо. Все, ребят, вроде порядок. Так, чайничек тут. Немного относительно убрались. Спасибо Зимовью. Приутило. Короче, так. Переночевали нормально. Сеточку подарок сделал на карасиках, мало ли. Кто-то будет попадать, вот рыбка будет. Лопатку все убрали. Так, относительно прибрались, ребят. По территории мусор пожгли. Ну, в принципе. Ну там помойка целая. Куда ее там? Стекло там, да, банки тушенкой. Так, в целом все в порядке, вроде все в норме. Все, спасибо. Оставили сахар, чай. Что мы там еще? Соль оставили. Муку, имбирь оставили. Давайте, ребята. Ну все, спасибо, изба. Пока. Мы едем дальше. Вещки собрали. Все. Грузимся. И на хода. А мотор-то мешает мне идти, слышь? Нет, ты сбоку возьми. Мотор мешает. Вода, ребят, упала за ночь. Вообще, вчера тут заплывали, уже все. Моем ноги, падаем. Все, ребят, вроде перетащились. Да, вчера здесь вода еще была. На моторе зашли, там кое-как прошли. А? Давай, давай, давай. Рябчики тут сидят где-то рядышком. Как умалишенные пищат. А, слышите? Это здесь банда целая. Остановочка такая, ребята, интересная. А чисто так вам показать. Мы здесь уже останавливались много раз. Когда на сплаве идем. Здесь столик. Правда, пузырей много, опять же. В прошлом году, Илюх, тут еще чистота была, слышь. Это был, наверное, сейчас? А, охотники, наверное. Вот такая, ребят, лавочка, столик. Мы с Илюхой изначально думали, что здесь тормознем, палатку там поставим, там палисадничек классный. Здесь бы нормально тоже. Ну и вид, конечно, ребят, смотрите какой. Обрыв, река. Красота вообще. Так, ребят, у нас заправочка. Нет, поджираем. Ну, конечно, идем там. Хорошо. Вот заметно, ребят, смотрите, как река уширилась. Вообще, блядь, сухой, блядь. Сухой, да? Ну, чувствуется, что-то обороты упали. То, что начинали сплав, она еще.
Там от берега до берега 5 метров, а здесь уже вот полноценная полноводная река. Сейчас еще приток будет, река Воль. Там с Григорьевичем харю зарыбалили постоянно. Ну вот. Идем, ребята. Подходим уже к деревне Горьковская. Скоро она уже появится. Едем, на берегу сетка валяется. Не знаю, хорошая, не хорошая. Финка с грузом. Все дела с грузами. Что за яча там? Вот что. 27 что-то там. На, что-то такое. Заберем что. Все равно валяется на земле. Под себя засунь туда. Ага, да, мешок положу, да и все. Ну, тупо лежит на земле. На берегу. Не знаю. Вон, ребята, батюшка Воль встречает нас. Устье Воля. Горизовая река. Конечно, очень сложная, но харю с ней есть. Сейчас зайдем, погуляем немножко по Волю. Посмотрим там, как дела вообще. Красота. Деревни. Сейчас дальше пойдем до села Визинги, наверное. Часов, короче, 6 у нас оставило общее плавание с Визендора. Часов 6. Да, если так посчитать. Считай. Побольше, наверное. Да нет, посчитаем. Мы вчера выплыли в 8. Мы во сколько уже были на этом? Если бы мы, мотор не глушили, мы были там в обед. Ну мы что, останавливались много, да? Да, Перекусы. обедали, да. Часов 6 езды до Горьковского с Визендора. На Ямахе 2. Ну, это вниз по течению. Угу. Ну как-то так, ребята, что. Сейчас еще, наверное, думаем, до Сысолы пойдем, да? Да, сделаем так, сделаем до конца, уже полностью маршрут пройдем. Чисто для себя и как бы, может, что покажем интересного. Погода вроде позволяет, так что кайфуем. Наплыли мы до самой Визинги. Вот она, красавица, стоит. Прямо в центре. Мы стоим здесь на пирсе. Думали. Короче, придумали мы еще, ребят, пойти до конца, до Сысовой, до Устья. Короче, пройти полностью весь маршрут. Сейчас единственное, что схожу в магазин, куплю продовольствие. Опять же, надо подзатариться немножко. Ну и пойдем. Вечереет уже, нам надо с Визинги выплыть, зайти в лес, в тайгу туда подальше и где-то там ночевать. Но пока вот иду в магазин, куплю сейчас продуктов и дальше в бой.
что, Илюх, продолжаем нашу экспедицию. Далее. Да. Это мы жгем на резину. Капитально. Ну что, в бой? В бой. Экскурсии по Визинге, общая баня. Ходил Илюха сюда, не? Вид родная. Теперь вода, забор здесь затапливал полностью. Там дорога проходит. В этом году немного хапнули горе. Ну, ребята, до городского моста дошли. Сейчас будем уходить в лес. Через него проходит трасса Сыктывкар-Киров. И все, прям вниз, вниз, в низовье. Ниже. Ну а там как бы озеро слева, справа. Да, его не проебешь. И туда заплываешь и... Ну, все понял. Ладно, все понял. Хорошо, Василий Андреевич. Стояночку здесь. Такое интересное место. Кто тут рыбачил уже в этом сезоне? Налима. Вон, видишь, Илюк ставил? Донки, да? Да, донки вон. Бам-бам. Столик такой здесь. Интересный. Ой, ну Демени нахуй. Дорога вон здесь идет. Да, я тут ночевал. Короче, ребят, спускаемся там до Старицы, там вроде как есть изба. Время 6 час уже у нас. 6. Да. 6. И будем искать зимовье и ночевать. Если не найдем, то палатка сегодня наша. Погода вроде так хмурится, но что-то то покапает, то солнышко, то покапает, то короче как-то так. Нормально, вроде неплохо. Хоть без дождя идем. Дай сюда, Илюх. Ее. Сейчас отцепим. Ну и чё, где тут изба? Лес затоплено, непонятно, блин. Да. Что, оставим ее здесь, никуда не плывет. А чё мы ее тут оставим? Заплывем, посмотрим. Что А делать-то, чё ебать? дальше заплывешь? Куда ты дальше заплывешь? Да вон сейчас мы среди кустов заебушимся. Илюх, мелко уже? Мелко. Палку будем тащим нахуй. Не вижу нифига пока ничего. Ну, походу где-то здесь. Ребят, вечерее избу найти не можем вообще. Должна быть Старица и с ней должна быть изба. Короче, не можем найти. Нам объяснили вроде здесь.
сплавляемся и не можем найти, короче. Баркас еще тащит очень сильно. Сильно заткнул. Скорость вообще вот усложняет. Ладно, если что, палатка есть, не пропадем. Столик. Да? Можно домой идти уже, слышь. А ну, у нас еще экспедиция не закончилась. Так что продолжаем. Так, как раз бушлатик. Да, все хотели до Визинги, потом до Первомайской. Сейчас уже, ребят, на вагон пойдем, на Лимни наш. Быстро сейчас яиц пожарим. Перекусим. Лук взял, Андрей, да? Лук купил, да. Отлично. Сковороду ставь. Угу. Специи, сковородочки. Погнали. Ну зато, Илюх, вспомнится на всю жизнь, что. Давно хотел пройти такой маршрут, блин, ну. Хотел, да? Ну да. Ну видишь, просто он как бы этот, как тебе объяснить, бесполезный. Ну все Ну, равно. как бесполезно? Летом со спиннингом был, он очень полезный был, я тебе скажу. Не, ну летом да, на спине. Но я говорю сейчас. Но зато посмотрел места вот на Лима. Ну вот эта канава, да. В принципе, значит, можно взять тут лодочку вот. И вот. Единственное, вот здесь эту канаву, ребята, я никогда не мог перейти, чтобы пойти на Налима. Потому что здесь берега уже многие заросшие, а вот туда пройти, и там хороший обрыв. Туда, значит, надо как-то попасть. Значит, есть смысл тащить лодку и перейти вон туда. Здорово. Хороший, Илюх. Нам быстро времени тоже терять не будем. А? Последний баллон, блин. Все уже. Заебались, но потом поплывите. Ребят, готово, горяченько. Быстро. Все, давай, Люх. Налетаем, кушаем. Ты что, все сырое? Да, просто ехали когда. Залетает же у него. Стол тоже все сырое. Вот там. Всё сырое, да? Да, сумка сырая. Надо подкачаться. Все. Может быть. Ну давай. Давай. За успех. Да? Ну, конечно. Так, заново, ребята. Перевязались. Сейчас будем в большие воды заходить, чтобы все было отлично. Чики-бомбони. Да. Подкачали лодку эту. Вторую. Все-таки уже 48 часов как никак. И пойдем сейчас. Одели с мальца. Сейчас заправимся. И попрем, ребята. Далее. Давай, Илюха, залазь. Все, ребят. Продовольствие у нас здесь. Все здесь. А кто-то рыбачит на Налима. Так. Веревку. Да, я смотрю. Там второй валяется. Два точнее. Да, собрано. 500 000 потратили на вот это дельче и, короче, что? Понял? Все там заброшено.
самые большие воды, все. Вот это устье, мы добрались. Илюха, 100 километров наше. Океан, да. 100 километров. Считай, 160, сколько? 178, да? 167. 167 Визинга, да? Это, считай, мы почти с Верховья. Это, считай, 25 километров, считай, 15 километров до Шугрова убери, да? Это мы вмотали 2 дня. Екать вообще. Все, что пищишь? Все, Едем ребята, до вот. понтона. Все, засысывал. Сейчас за рыбацким напитком еще съездить придется. И айда вверх еще пойдем. Да. Ну вот она, матушка Сысала. Добрались. Все, вырвались. Я в Первомайске. Здесь, на понтоне. Да, вот здесь переправа, которая убрана сейчас пока. Вот приехали сюда. Докупаем продовольствие и подниматься будем. Блин, хрен знает, как все это будет у нас идти. Постараемся доплыть. Ночь будет, наверное, поздняя. Сейчас Евгеньевич подъедет, привезет там кое-что. И пойдем дальше. Высохли, Илюх. То рыбак, ребят, до заправки на подъеме у нас уже. Темень полная уже. Ну, у нас белые ночи, хорошо. Поднимаемся, поднимаемся. Мать моя женщина. На камеру, конечно, ничего не видать, но на самом деле глаза привыкли и все хорошо видно. Двоечка потихонечку идет. Так что нормально все. Да, ну, конечно, полный газ, Илюх, идем. Полный газ. Посередине ебашь? Да я хотел сейчас на поворот проходить уже. Мы сейчас поворачиваем уже. Катера где-то здесь должны быть. На углу. Течение, да, Илюх? Вообще мощная, блядь. Так, вон она здесь где-то, Илюх. Это старая землянка, будка здесь. Да. Сейчас тут нормально, смотри, где заезд. Вон она. Вон, Илюх, она. Вон заезд. Нет. Да, вон он. Гаси. Опа. Приплыли, ребята. Ребята включились. Нормально зашли в хату. У нас есть свет, у нас есть все. Ну, дров нет. Дров нету, да. Дров нет. Так. Убери там, Илюх, что лишнего.
Да под нары занеси. Под нары туда спрячь. Аккумулятор тут есть, ребят, свет. Два таких диодика. Светик есть. Так, вроде все забрали. Больше ничего не надо. Жабы, ребят, тут такую, блин, как обычно везде. Ну, весна, блин, дает. Надо переодеваться, ребят. У меня ноги сырые насквозь. Так, что там у нас еще? Сумку надо взять. Вещи. Погнали домой. Вот сегодня мы дали, конечно, Илюха. Вообще дали. Да. У нас и сплав получился, и подъем. У нас и сплав, говорю, получился, и подъем, говорю. И что только не получилось, блин. Сырое все сушить надо, блин. Ты сейчас дал уже или что? Дал? Ребята, у нас поздний ужин, точнее, или как там, время у нас часик уже. Ну доплыли, ребята, блин, вообще, капец, это что было такое, блин, дело, такой жесткий спуск и, блин, вообще такой нормальный подъем. Ой, блин, ну на вагоне, ребят, добрались до вагона, потихоньку, да, помаленьку, сколько, 4 часа дошли? 4 часа, ребят, мы карабкались, до вагона набрали, все, печку затопили. Я разделся, блин. У меня ноги все сырые были. Сушиться все ставим. Развесился сушиться. Бродни все сушить. Дровишки немножко подкололи. То, что было. Илюха сразу тут готовит. У нас печеночка отварная была, ребят. То, что помните, варили. Ну вот. Как печеночка Илюха жарит. Голодные просто вообще. И холодные, непонятно. Такие дела. С Богом. Вообще. С Божьей помощью. Да только с Божьей, походу, слышали. Потому что, блин, тяжело вообще было. Самое деле. Темно, блин, вообще. Вообще. И холодно, блин. Да. Я устал. Блин, ложь. Вообще устал. Такая же хрень устал. Ничего. Да. Ложки ты стал, да? Ложки? Нет, а где? А этот. Вон. Люх, здесь есть. Давайте, братья, за вас. Что, ребята, отужинали мы. Час ночи. Ну, у нас белая ночь наступает. Вот так вот буквально все видно. На камеру, конечно, плоховато, но я как смотрю, как все хорошо. Все видно, нормально. Птицы журчат. Лягухи квакают. Добрались, согрелись, поели, ребят. Все, вагон нас согревает. Мы отдуваться будем. Завтра будем дела делать. Путешествия такие серьезные у нас, ребята. Здорово, что, нормально. Илюха сидит. Так что, ребят, второй день закончился. Причем очень поздно. Давайте, до завтра.
блин. Омлет. Те. Давай, добрым утром. Да. Утро второго дня. Завтракаем. Щука, омлет, Сыктывкар. Неужели вода до сюда не поднималась? Тут каждый год все смывало. Да. Угу. Каждый год, смотри, тут чисто было все. Вода поднимется, это все жижу. Угу. Вот. Друзья, доброе утро. Второй день экспедиции. Сложный подъем был, ребят. Доплыли час ночи, утра, ужинали, там позавтракали, уже непонятно. И завалились спать. Благо, балочки в вагоне, ребят, нахожусь я здесь. Тот самый знаменитый вагон, где ловили налима. Ну вот, вся пойма затоплена. Здорово, ребят. Погода отличная. Перекусили, сейчас позавтракали. Почистили пару сеток. Сейчас поедем, поставим сеточку. Попробуем поймать крупную рыбу, так как здесь место хорошее и можно поймать достойную рыбу. Короче, такие дела. Почистили сетки, 10 часов. Короче, живем, ребята. Не знаю, посмотрим, будем оставаться на ночь, нет. Еще решим в течение дня, короче, ребят. Так что на связи. Вот сейчас ее выкинь туда. Видишь? Выкинь груз туда, на меня. Вот это сюда подними. Ну чё, с Богом. Что у нас первая сетка какая? Большая. Длинная? Высокая, нет. Высокая? Поставили. Ну, уже решили, раз сюда поднялись, что на завтра уже будем заканчивать, пойдем домой, ну, хоть немножко рыбки домой привезти. Ну, если попадется, конечно. Место хорошее, и сегодня вечером, возможно, приедет хозяин кордона. Короче, вот пока такие планы у нас, но сейчас у нас обед, костерок, сделаем суп горячего. Просто сразу немного поясняю, ребят, на видео может непонятно, там проходит сразу же кадр за кадром, а время идет, и неплохо оно идет. Ну, как-то так, погода шикарная, ребят, классно, вообще здорово. Хотел весной здесь побывать, на кордоне. Осенью был, зимой здесь поночевал, ну и весной сейчас. В самом разгаре весны, ребят, предвкушение лета, рыбалки и так далее. Так что здорово.
слей. Стой, буду слить. Дай нож. Зажарочка такая будет, да? Серьезная. Тушенка. Лук. Морковочка. Надо барсуку немножко оставить. Барсук тут выходит, гуляет. Пускай тоже покушает. Нет. Я уже там выковырил с этого. Нет, тут есть еще немножко. Снизу контейнера. Да я понял, тебя понял. Там достирай ее. Высыпалось. Гром гремит, да? Гром пошел, громчик. Опа. Острие. Приготовили обед. Суп харчо. Чересчур острый получился, да, Илюх? Ну что, зато не заболеем. Это вчера тоже подзамерзли под ночь, конечно. Обедаем, что, наверное, и отдохнем мальца пару часиков, кимранем. Так что кушаем. Чайку заварганили, тормоза заправили. Все нормально, все в норме. Отлично. Так, ребятки, решили у нас немножко территорию убрать. С Илюшкой заняться нечем. Такая помоище тут жесткая. Че, Люк, сначала железо, да? Попробую. Стекло, ребят, вон складываем сюда. Это жгем. Не знаю, стекло, блин, стекла вообще море. Сколько тут годов-то понаедено, да? Это надо сгребать, блин. Чермет. Черемет, да? Чермет, да. Тут как настоящая свалка, Илюх. Ну, конечно. И черемет есть, и стекло, и все есть. Сейчас я это попробую костру. Лимон. Вот так маленько, ребят, тут капитальную свалочку почистили. 2 ящика у нас стеклотары с Илюхой. Там консервные банки, вот немного еще. Но там мелочь битая уже, каждый не возьмешь. Что было, вот мешок у нас был один и ящики, коробки. Сделали доброе дело. Надо, по идее, сжигать все надо, да, и все. Пластмасс весь сожгли.
отлично. Доброе дело сделали, и то отлично. А тут уже хороший мотор, и давайте домой. У нас погодка испортилась. Дожди пошли. Вот так 2 лодки мы накрыли брезентом. Ну, хотя бы хоть немножко спрятали. Что, ребята, мы немного отдохнем, наверное. Пару часиков кимранем, так просто поваляемся. Дождь пошел. Капитально вообще заливает. Ну, дела сделали, что, мусор убрали. Пообедали. Как пообедали? Уже время-то у нас уже 5 часов почти. 5 час. Короче, отдохнем, мальца. Такие дела. Ну, такая жизнь тут, ребята. Кайфуем, короче. Ребят, добрый вечер. Немножко кимарнули, блин. А так что-то замаялись. Все равно, блин. 2 ночи уже провели. После хорошего вкусного обеда суп такой наваристый сделали, остренький, хорошо. Завалились, короче. 7 часов вечера, и у нас дождяра херачит, блин. По прогнозу, как будто со вчерашнего дня должен начинаться, а вот сегодня с вечера что-то и затянуло так все, блин. Кошмарно. Хотели съездить вечером, сеточку проверить. Ну, на ужин хоть что-то достать. По-любому попалось, потому что место очень хорошее, ребят. Ну и сетки на крупную рыбу. Илюха, он проснулся. Здорово, Илюх. Что, порыбалили, да? Ну, сходим, посмотрим. На ужин-то надо что-то. Вот так вот, клево вид. Вот так нормально. Сеточки у нас не стрельнули. Один карасиндров попался. И тоже думаем, что с ним делать. Садим. Не поесть, да, Илюх? Ничего. А что с ним? Ну так, если одного, знаешь, зажарил, короче, с 2 сторон по брату, на брата отделил. Что с ним сделать? Ладно, что сейчас? Ужин приготовим, да что, отбиваться будем. Что, целиком или кабачка? Да, кругляшами. Муки и жать. Как по-другому. Жареный кабачок у нас, ребята, сегодня на ужин. И жареная картошка. Покушаем.
Что, ребята, у нас вечереет. И у нас циклон. У нас, смотрите, ребят, какой закат. Просто малиновый. Просто такой, не знаю даже какого цвета, ребят. Ну, здоровская вообще красота. Розовый аж прям такой. И ночью будет плюс 2 всего градуса. Короче, надо будет балок топить сегодня. Готовим ужин и что? На отбой. Завтра у нас сборы домой. Потеряли нас уже. Поплыли у нас как-то. Поплыли мы на сплав, получается, а незапланированный выезд еще на день мы вырезали, короче. Благо, как бы время есть. Никуда никому не надо было. Ну, и решили с Илюхой тормознуть еще. А так дома потеряли. Куда пропали? На связь там долго не выходили, потому что там на Верховье в большой визинге связи не было. Местами обзванивались. Такие дела. Сеточкой один карасик у нас. Хотели рыбу пожарить. Ну, один карась, что мы сделаем. Завтра, если будет, утром, возможно, по дороге, когда будем спускаться, заплывем какой-нибудь пожарим. Ну, хотя навряд ли, потому что будем уже уйти капитально. 24 мая мама день рождения. Сегодня у нас 21. Хотелось бы привезти немножко свежей рыбы, потому что приедут гости. Ну, короче, такая канитель, ребят. Чисто из-за этого как бы поставили. Ну, мы просто отдыхаем. Бесполезный выход, но он полезен все равно, потому что я вот проплывал по большой визинге, и я в тех местах не был ни разу. Очень интересно было посмотреть, если будет мотор, куда можно заплыть, вот реально порыбачить. На поплавок, я не знаю, на донки, на налима. Короче, вот такие дела. Это очень классно, очень здорово. Посмотрел много изб. Посмотрел старицы, кури. Мы с Илюхой почти в каждую заплывали. Я много не снимал, ребят, но для себя просто смотрел. И для меня эта поездка как бы очень важна, потому что она, ну, не просто так думаете, что я там, мы катаемся, там выпиваем, кушаем, готовим. Короче, балдеем. Нет, это, ребят, поездка все равно, она важна. Это, как бы и сказать, экспедиция. Так и назвали ее экспедиция, потому что для меня это как экспедиция, ребят. Ладно, мы готовим кушать, ребят. Купим баллончик, ребят. Потому что у нас прохладно будет. Сюда шел. Или куда сюда ходил. Вот так вот. Специально нащепил немножко. Подпалим сейчас. Чтобы воздух поменялся. Это спим в этих спальных мешках-то нормально. Я здесь зимой ночевал, ребят, помните, да? А здесь сейчас как бы весной-то что? Можно жить. Вот так вот. Ну что, ребята, мы ужинаем. Последний вечер у нас сегодня. Завтра с Илюхой домой пойдем. 3 дня. Картошка жареная, кабачок, хлебушек, немного майонезика. Доедаем продавуху свою. Все уже. Выпиваем самогон тульский. Вот так. Так что приятного. Балок топится у нас, там тепло уже. Ну да, чувствуется аж, дубак идет такой. Да, Илюх? Я говорю, завтра плюс 2 сказали. Так что завтра мы Одеваемся, да? мне кажется, да. С утра проверимся. И стартанем. Что, ребята, время у нас 11:30 уже. Илюха уже спит. Что-то валялся, блин. Балки жарко, невозможно, блин. Протопили, хорошо. Что-то не могу уснуть. Вышел чай попить. Погода страшная, ветер. Снег идет даже. 21 мая, ребят, снег. Ну, плюс 2 всего лишь. Чайку сейчас попью. И отбой. Вставать через 4 часа уже, наверное, будем. Собираться, мыть посуду. Сети соберем. И вниз по течению до дома.
Так что, ребята, еще один день позади. Завтра будет видно. До завтра. Доброе утро, страна. 8 утра, ребята, у нас. Хотели вставать в 4. Проснулись в 4. У нас дождяра херачит мощно. Печку подтопили, что-то легли дальше. Каждый час вставали и просто дождь вообще. Погода испортилась, холодно. Ну вот только в 8 утра, ребята, он успокоился. Сейчас начнем что-то делать, собираться. Потому что под дождем это было просто невозможно. Были бы все сырые. А на путь еще столько, замерзнем, заболеем. Короче, сейчас, ребят, будем собираться, завтракать, убираться и домой. Разделились о том, что времени вообще мало. Нам еще надо на спуск. Мало ли дождь. Я поехал сети проверить. Ну, снимать точнее. А он там посуду помою. Да что, да как. Приготовил завтрак. Я пока здесь разберусь. Найти только надо. Где-то в этом районе. Глубоко, блин. Так. Первая сетка у нас здесь стоит. Вчера проверялись, ребят. Ну, задним только один карась попался. Что-то у нас не получается. Развязываюсь. Не знаю, посмотрим. Погода, конечно, дождь шел. Короче, наверное, тоже тихо. Ну, сетки крупные стояли. На хорошую рыбу. Нет, смотри-ка, тишина. Место такое хорошее. Рыба не идет. Холодно, наверное, из-за этого. Так. Не мешай-ка, взял. Все, конец сетки. Не хочет рыбка гулять. Еду на базу, ребята. Ни одной рыбки вообще. Вот это да.
так бывает. Давай позавтракаем. Да. Последний завтрак наш. И будем хода. Да. Думали, с рыбкой будем. Увы. 3 дня, блин. Так что даже на сети бывает такое дело, что, блин, не ловится. Все правильно. Ну, все же считают рыбалку сетями очень простую. А тут не там, то было что. Конечно. Ладно. Поставь, почисти. Проверь. Все, ребята, мы швартуемся отсюда. Точнее, не швартуемся, отходим. Спасибо дому. Нормально провели время. Лег, на, веревку. Фух. Ну что, трогаем с Богом. Добрались мы домой. Все. Река Сысово, поселок Первомайский. Мы дома. Экспедиция закончилась наша. Что Здорово. такое, я дома. Все, палатка, ребят, разложил, потому что все, то, что вещи были в лодке, у нас все они отсырели насквозь. Все рюкзаки, все повесил, все сушится. Ну, такая экспедиция, ребят, мне очень понравилась. А по Визинге мы прошли 100 километров. И по Сысоле поднялись до вагона. Поночевали и спустились обратно. Хотели немножко рыбки поднять, но не получилось. Так что, ребят, на сети бывает, даже не клюет. Вот такие дела. Скоро за наливом, ребят, так что все здорово. Посмотрел берега, где можно вообще тормознуть, если есть мотор, что пешком туда не пройти, а берега открыты, ребят, очень здорово, очень полезно. Много курьев посмотрели, много озер, посмотрели избы. Так что все здорово, ребят. Я думаю, экспедиция не прошла даром для меня, потому что для меня это было очень важно. Ребят, буду прощаться. Как обычно, всем хорошего настроения. Счастья, любви, мира, ребята. Всех обнял. Пока.